Хэнсон Кортес отвечает Андрею Саричеву: долбоеб что ли? Привет, я просто промолчу, невиновный вы мой. Кстати, меня уже наказали еще до вашей жалобы. Главный админ отвечает: понизил. Понизил? Now I see there's things in my way. Push it to the climax or until my soul decays. Isn't broke by safe, God slings up in his veins. Catch a sip of prayer just to see another day. And I'm thankful that I... Всем привет, братва. Вот такой вот ролик у нас уже получился после возвращения. Прошу вас 200 лайков. Играю я на Advanced RP Green. Промокод хэштег Jared, либо хэштег FireRP. Все описание есть в описании промокода, так что выбирай сам, какой тебе вводить. Ну и присоединяйся ко мне на сервер. В данном видеоролике я не только снял неадекватного администратора, но и проверил полностью Green сервер, как они работают с форумом, чем занимается тот или иной администратор, что он сделал для того, чтобы повысить онлайн. Обязательно смотри ролик до конца, а я желаю тебе приятного просмотра. Начнем мы, пожалуй, это с форума. Посмотрим, как здесь отвечает главная администрация. Как я заметил, прошерстил я уже форум, здесь отвечает только SkyTrench. Ответа Кевина Тренча здесь вообще нету, то есть можно увидеть только где-то на 10-й странице, то есть сколько времени проходит, он вообще здесь не проверяет жалобы, что достаточно очень печально. Возможно, он какие-то проблемы в реальной жизни, поэтому не проверяет, либо решает. Напишите в комментариях, если это так, maybe я чего-то не знаю, но что я вижу, то я констатирую из этого факт. Рассмотрим мы, пожалуй, ответы администрации старшей. Здесь игрок пишет: приветствую, можно узнать, какие ники зарегистрированы на мой IP. Здесь ответ просто нет. Здесь ответ да, и здесь тема УГС. Ну и вот тут еще можно посмотреть: ожидайте, пока спадет КД. Разговор должен начинаться с приветствия. Это вот я сколько везде админил, это главное правило. Если ты на форуме отвечаешь, разговор всегда должен начинаться с приветствия. Просто зайду вот на рандом жалобы, я уже открыл на Даймонде, здесь вот у конкуренции, да, так сказать. Администратор: приветствую, доброго времени суток. Это любого можно зайти, везде начинается приветствие. Вот зайти просто на Аризону ту же самую, да. На Аризоне, в принципе, то же самое. Добрый вечер, здравствуйте, везде идет приветствие. Я не говорю, что это супер, прям все поднимет онлайн, но так хотя бы у игрока, не знаю, будет какое-то уже понимание того, что администратор относится к тебе с уважением. Я часто замечаю, что либо на форуме, либо в игре администрация общается с игроками на «ты». Да, понятное дело, если там какой-то близкий друг, а если это человек, которого ты абсолютно вообще не знаешь, и ты с ним общаешься на «ты», то я считаю, что так не должно быть. Да, это самое мелкое, что сейчас я беру. Должно быть все официально, ты лицо проекта, ты должен отвечать нормально, но не как там «слышь», «ку», «братан» или что-то еще. Приведу простой пример, который я заметил вчера. Энио Монтана пишет: бездельники, МБ на каште уже 167 ЗДМЗЗ, и администратор отвечает: МБ. Ну что за такое МБ еще? Да, понятное дело, что Энио, он как бы написал так некорректно в репорт, да, неадекватно можно сказать. Если администратор поставит себя на место игрока, то у него возникнут точно такие же эмоции, когда тебя ДМят. Вот вам нравится, когда вас ДМят, вы получаете от этого удовольствие, игрок то же самое, ему не нравится, он не негодует, поэтому администратор должен помочь и написать: здравствуйте, слежу за нарушителем. Все, что за МБ еще такое? Такого вообще не должно быть. Поэтому и нужно исправлять самый низ, вот эти вот самые мелкие ошибки. Если их исправлять, уже плавно переходишь к каким-то глобальным проблемам и решаешь уже их. Вы не думайте, что я хейчу Advance. Я всего лишь хочу исправить то, что видно вот на моих глазах уже сразу первым делом, что бросается. Чтобы вернулись старые игроки или пришли сюда новые, нужно исправить ситуацию, вот эти вот проблемы, которые есть внутри сервера. Если они исправляются, и главная администрация реально хочет того, чтобы онлайн у них повысился, они сидели они просто ради зарплаты, то тогда все получится. Главное работать. Без работы ничего не получится. Вот и все. 2 дня назад я наткнулся на один интересный пост, где администратор Хэнсон Кортес с Red сервера ответил игроку: долбоеб что ли? И знаете что? Данный человек остался на своем посту администратора, его просто понизили. И я зашел вот в Red, сюда вот раздел администрации, и он здесь администратор. И именно таких людей, которые отвечают так, они вообще не должны как бы находиться на своем посту администратора. И здесь вот самое интересное, этот администратор отвечает: привет, я просто промолчу, невиновный вы мой. Какая разница, что игрок написал? Это обычный хейтер твой, я не знаю. Администратор не должен себя так вести, вот точно так отвечать он вообще не должен. Я проадминил на Даймонде год ровно, нормально проадминил. И чтобы вот так администраторы отвечали, и даже на такие сообщения, мы просто их молча баним. Какой умный человек будет на это отвечать? Просто бан, все. Также на Аризоне я проадминил почти полгода, и таких людей просто сносили перманентным
баном, либо просто на 30-ку банили. Но чтобы вот так вот администратор отвечал, я приложу все усилия, чтобы данный администратор был снят. Так нельзя делать. Данную тему я передал Смарту. Здесь он написал понижение недостаточно, снял. Я рад, что у Леши такое же мнение, как и у меня, что данный администратор не должен оставаться на своем посту. Но самое интересное то, что здесь вот этот неадекватный игрок как-то пишет: ЖБ кидаю или договоримся? Отвечай, даю минуту на раздумье. Здесь он должен просто был его замутить после уже таких вот 3 сообщений. Но нет, администратор ведется на провокацию, отвечает ему, потом Андрей пишет еще один бред, и он снова ему отвечает, потом еще бред, и он снова ему отвечает. Да что ты делаешь, парень? Ты должен был просто его замутить после 3 сообщений. Но что ты сделал? Ты его оскорбил вот таким вот сообщением. Администратор так точно не должен делать. И потом его только потом уже его забанил. И самое смешное, что я здесь увидел, то что здесь какая-то еще идет поддержка. И вот зачитаю самое смешное, что я здесь увидел. Смарт Джексон поступил некрасиво. Администратор не должен быть терпилой, когда какой-либо неадекват начинает провоцировать такими словами. Да, администратор не сдержался, могли оставить в понижение, было бы уроком. Все, дальнейший бред я даже читать не собираюсь. Я думаю, адекватные люди поймут, что здесь со Смартом мы абсолютно правы, что сняли его за дело, и что администратор не должен вестись на провокацию. И как бы вот этот вот сам рофл, этот момент, который ответ администратора, он форсится по пабликам, и какое впечатление у игроков останется после такого увиденного. Я рад, что Смарт не проигнорил и снял его, а мы идем дальше. Какую работу ты выполняешь на своем посту администратора? В первую очередь это слежка за сервером и проверка жалоб на администрацию. То есть что значит слежка за сервером? Это слежка за администрацией, на то, как они отвечают в репорт, как они помогают игрокам. Также назначаю лид. Бывает, что администрации требуется для проведения мероприятия там некоторые объекты, оружие выдать, вот, занимаюсь выдачей оружия, помогаю, в общем, администрации с проведением мероприятий. Также самое у нас есть лидеры, которые проводят глобальные мероприятия, и им для глобальных мероприятий требуется маппинг. На маппинг уходит достаточно много времени, чтобы его построить, посмотреть, как оно все будет выглядеть. Проверил я форум и посмотрел то, что в основном закрываешь все жалобы на администрацию ты. Расскажи, чем занимается Миша в этот момент. Ну, на самом деле у Миши есть также работа, это тема восстановления аккаунтов для игроков 7+ уровня. Там есть заявки все же, и Миша занимается этим вечером. Также он приходит с работы и уделяет этому внимание. Например, игроку нужно помочь с восстановлением формного аккаунта. Он также пишет жалобу на администрацию, я ее закрываю и передаю тему Миши. В основном у Миши это восстановление аккаунтов и проверка жалоб на администрацию, так же самое, ну и слежка за сервером. Я могу сделать один вывод, что главный админ выполняет лишь самую малую часть работы. А что думаете вы? Пишите в комментариях.